Иногда бывает, что женщина вынуждена в силу каких-то обстоятельств брать те функции, которые традиционно считались мужскими. Но даже глобальные институты, они тоже патриархатные, они очень вертикальные, да? Активные женщины, которые на виду, которые публичные, они еще больше подвергаются обсуждению и осуждению, чем неактивные женщины, во-первых. Это тандем Санабар Шарипова и Гульбахор Махкамова, но они уже, по-моему, не занимаются бизнесом, но то, что сделали они, это, наверное, может быть единичный пример. Единственным исключением в нашей стране является Горно-Бадахшанская автономная область, где эти стереотипы менее выражены. Привет! Это очередной выпуск цикла «История мировой экономики», который представляет студия Академии трех медведей. Мы говорим об экономических успехах и неудачах стран и народов, в том числе и Таджикистана. Говорим о том, почему некоторые государства достигли экономического процветания, а другие до сих пор не могут выбраться из ловушки бедности. Этот цикл мы пишем совместно с Азизом Тимуровым, директором Центра свободного рынка Таджикистана. Сегодня у нас в гостях независимый гендерный эксперт Дильбар Тураханова. И мы будем говорить о гендерных аспектах экономики, о месте и роли мужчин и женщин на рынке Таджикистана, о феминизации трудовой миграции и конкуренции, стереотипах и дискриминации. Здравствуйте, Дильбар. Здравствуйте, Азиз. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, Дильбар, начнем с самого начала, наверное, да? Что такое гендер? Спасибо за вопрос. Четкое такое, коротенькое обоснование, чтобы было понятно. Так, коротко, если говорить коротко, то понятие гендер было введено специально для того, чтобы разделить биологическую и социальную роль, которую играют мужчины и женщины. То есть, когда было введено понятие гендера, начались феминистские сначала, а потом гендерные исследования, они касались, значит, они стали как бы приходить к выводу, что использовать все время пол – это неудобно, потому что пол – это только биологический конструкт, который подчеркивает, кто родился, мальчик или девочка, и пол, он не изменяется. А что касается именно гендера, то это было понятие введено для того, чтобы разделить вот эту биологическую роль и социальную роль. То есть социальная роль – это какую роль играет мужчина и женщина в обществе в зависимости от своего пола. И какие-то представления, которые формируют эту роль. Да? То есть, если мы говорим о биологической роли, да, биологическом поле, то когда родился ребенок, да, мы в принципе не можем практически никак повлиять, да, кто родится ребенок, мальчик или девочка. Но если мы говорим о социальной роли, то эта роль может меняться с годами, она может меняться в зависимости от того, к какой культуре мы принадлежим, в какой стране мы живем, в какую школу мы ходим, что мы изучаем и какие мы смотрим фильмы. Да? То есть если мы сейчас оглянемся назад и вспомним, какую роль играли мужчины и женщины в обществе 100 лет назад, и сегодня это будет небо и земля. То есть гендер, слово гендер или понятие гендера было введено как раз для того, чтобы подчеркнуть, что биологический пол не меняется, а социальная роль мужчины и женщины или гендер, он может изменяться в зависимости от различных социально-политических, экономических условий. Так, и какой сейчас гендер в Таджикистане? Такой же, как во всем мире. То есть мы находимся, у нас тоже, если мы будем смотреть, например, на социальные роли, да, то мы можем посмотреть, насколько роли в обществе мужчин и женщин изменились, начиная, например, до советского периода, в советский период и в период независимости Таджикистана. То есть женщины это были каждый раз разные, они были по-разному одеты, были разные представления о том, кем они должны быть. То есть в советское время поощрялась больше активная роль женщин вне дома. В период независимости Таджикистана, тоже в связи с гражданской войной, да, женщины стали играть менее активную роль в обществе. То есть это все время меняющаяся конструкция, если можно так сказать. То есть сейчас фактически это, когда мы начали больше говорить о гендерном равноправии, о правах женщин, это не просто с высоких трибун и не просто под давлением международного сообщества. Что-то изменилось помимо этого всего? Тут трудно сказать однозначно, потому что глобальная повестка в области гендерного равенства, она тоже изменяет национальную повестку и воздействует. То есть также можно сказать о любом явлении. Да, вот у вас был интересный подкаст про Грузию, как Грузия приняла тоже глобальную, да, или какую-то западную повестку либеральной экономики, и как она села на национальную экономику Грузии, да, обсуждалось. То же самое и с глобальной
повесткой в области гендерного равенства. Таджикистан, являясь членом ООН. И, кстати, у нашей Конституции довольно-таки однозначно написано: мужчины и женщины равноправны. И там есть ряд гарантий, которые предусмотрены специально для женщин. Запрещается дискриминация по разным признакам, в том числе и по полу. То есть гендерная повестка глобальная – это часть национальной повестки тоже, потому что это наша часть, это наши конституционные гарантии. Тем не менее, мы продолжаем жить в патриархальном обществе, где преобладают мужчины. Мужчины в количественном смысле? Нет, именно... То есть в количественном смысле в Таджикистане женщины преобладают. Нет, именно... В определенном возрасте особенно. Например, и в политике, и в экономике, и даже в семье. Ну, я бы сказала, что мы живем не просто в патриархальном обществе, мы живем в патриархальном мире. Потому что патриархат, как система, да, мужского господства, она пронизывает все сферы, и на глобальном уровне, начиная с глобального уровня, заканчивая низового уровня, то есть семью, да, если мы возьмем. Она пересекает все наши, к сожалению, процессы управления или там, где происходят общественные отношения, да, всех мест, как частных, так и публичных пространствах. И ситуация, думаю, меняется, но, к сожалению, вот опять же, если говорить о глобальной повестке, вот буквально в этом году проводится, значит, обзор реализации Пекинской платформы действий, то есть это платформа действий, которая была принята в 1995 году в Пекине. Она охватила ряд, значит, проблем и предложила ряд решений по тому, как усилить гендерное равноправие или гендерное равенство в различных сферах. Там говорится и о мерах политических, и экономических, и социальных, и о насилии, и женщины, и нищета, то есть там 12 сфер. И вот в этом году проводится 25-летний обзор того, как страны реализовали эту повестку. Вот. И сейчас получается, что по, значит, результатам глобального обзора ни одна страна не достигла полного гендерного равенства. А, например, в некоторых регионах даже показатели более ухудшились, чем 25 лет назад. Ну нет, не 25 лет, но, может быть, не такой прогресс быстрый, как этого ожидали. Вот так скажем, поставим вопрос. Поэтому сейчас и на глобальном уровне тоже повестка эта приобретает более как бы большое как бы значение. И еще и потому, что увеличилось и количество женщин, которые сидят в институтах глобального управления. То есть это тоже может быть одной из причин. Ну, это имеется в виду ООН. Когда мы говорим институты глобального управления, мы говорим ООН. А что же внутри Таджикистана? Внутри Таджикистана, к сожалению... Женщин не так много по-прежнему образованных, девочек по-прежнему да, к сожалению. Прогресс есть, но он медленный. То есть у нашей стране есть прогресс, если мы возьмем по уровню занятости, например, есть прогресс по сравнению с 2009 годом, есть прогресс по образованию там, с 2009 годом, но прогресс очень низкий. От чего это зависит? Это зависит от ряда факторов. Ну, если мы говорим о государственных политиках, то это зависит от политической воли принимать более решительные меры для того, чтобы менять ситуацию. То есть есть политическая воля на уровне политик, на уровне закрепления гендерного равенства формально, но по реализации достижения, значит, реального или фактического гендерного равенства пока что еще меры не такие эффективные, как хотелось бы. Дильбар, давайте определимся. Вот просто вы столько рассказали гендерное равенство, и я тут в том числе. А что подразумевает основные постулаты гендерного равенства? Какие? Вот гендерное равенство – это как бы триада. Значит, первое – это равенство прав. То есть, когда у нас в законах и везде написано, что женщины и мужчины имеют равные права, там равное право на образование, на труд, ну и так далее. Следующая, значит, часть триады – это равенство возможностей. То есть не всегда равенство прав, оно автоматически дает возможность этим правом воспользоваться. Да? То есть, например, если у меня написано в Конституции, что каждый имеет право на образование, независимо от пола, это не значит, что мальчик и девочка имеют равные возможности для того, чтобы воспользоваться этим правом. Да? То есть пойти в школу, пойти в детский сад или там продолжить свое образование на высших ступенях. Да? То есть и следующая, третья часть этой триады – это равенство результатов.
То есть мы должны показать количественные и качественные результаты, что действительно на практике мужчина и женщина достигают или пользуются равными правами. И здесь вот основная проблема, этот подход был введен, вот Конвенция о ликвидации дискриминации, всех форм дискриминации в отношении женщин, называется субстантивное равенство или фактическое равенство. И, например, сейчас, когда государство отчитывается о том, как они реализуют права, предусмотренные этой конвенцией, им недостаточно рассказать, что какие у нас прекрасные законы, все могут. А потом показывать по статистике, что, оказывается, женщины на практике не так уж много могут. Да? То есть нужно показывать именно на уровне результатов, фактическое равенство наступает или не наступает. То есть вот это означает гендерное равенство. А насколько это зависимо от традиций и религиозности? Это имеет прямое отношение, потому что, как правило, традиции и... Я все-таки опасаюсь называть, что вот религия, я скорее приду к выводу, что не всегда правильная интерпретация религии, и как иногда традиции какие-то, которые совершенно не имеют отношения к религии, они выдаются как религия. Например, та же наша вот религия, которую мы все исповедуем, или, во всяком случае, 99%, по-моему, по статистике, или 90%, ислам, да, она практикуется по-разному в разных странах, да. Например, какие-то традиции, которые мы, как мусульмане, здесь отмечаем, они смешны там для людей из арабских стран. То есть, поэтому я бы сказала, что вот интерпретация религии и как она практикуется, вот это и традиции, это вот действительно, они поддерживают вот эту патриархатную систему, и которая является препятствием для, равных прав, равных возможностей и достижения равных результатов мужчин и женщин. Я прошу прощения, хотел бы дополнить, так как я занимаюсь экономикой, и мне больше интересен экономический аспект, хотел бы знать ваше мнение. Не считаете вы, что возросшие традиции или возросшее религиозное рвение – это только как бы надстройка или внешняя оболочка, внешнее проявление, а основная причина – это экономические причины, это конкуренция за ресурсы между мужчиной и женщиной, конкуренция на рынке труда и так далее. То есть чисто сугубо экономические предпосылки за борьбу за ресурсы, ограниченные и даже за властные ресурсы. Считаете, что вот конкуренция, особенно в же экономике, за ограниченные рабочие места или неважно за что, создает, очень трудно говорить, что именно по этой причине, и люди выдумывают, или люди придумывают какие-то другие оправдания, чтобы потом... Прикрываются традициями. Да, прикрывают традиции, что женщине место лучше дома, или женщина плохо это сделает. Ведь в Таджикистане, на мой взгляд, когда мы говорим про гендер, мы чаще подразумеваем про именно женщин. И даже когда мы, например, заполняем какие-то там формы, какие-то там участвуем в каких-то мероприятиях, всегда подразумевается в большей части женщины и женские проблемы. Так вот, не считаете, что есть здесь определенная экономическая подоплека, нежели традиционная, культурная? Я думаю, что это какой-то, наверное, набор факторов. То есть мне трудно сказать, может быть, в силу моей неинформированности или, не знаю, не могу сказать точно, что порождает, да, патриархат. Это экономические соображения или это традиции, там, или там религиозные какие-то верования, да. Но я думаю, что вот в основе, когда мы говорим о гендерном неравенстве, есть такая концепция, которую используется для понимания неравенства. Это власть и контроль, да. То есть всегда говорят, что гендерные отношения – это властные отношения, да. И я думаю, что там, где есть власть, это как раз равно патриархат, и здесь тоже это имеет значение, то есть о том, у кого есть властные полномочия, иметь доступ к ресурсам, их распределять. И, к сожалению, в патриархатном обществе и государстве у женщин такие возможности ограничены. Мне кажется, это какие-то взаимозависимые, скорее всего,
понятие. Не знаю, что скажут западные феминистки или наши феминистки, но это мое видение, потому что здесь есть доля конкуренции, это касается не только, я думаю, прав женщин, это касается и прав лиц с инвалидностью, и прав женщин, живущих с ВИЧ, и других групп, которых мы условно называем те, кто остались позади, потому что любые стратегии, направленные на решение их проблем, требуют перераспределения власти и перераспределения ресурсов. И строго таких четких вертикально выстроенных системах, я думаю, это сделать будет очень трудно. То есть я бы здесь, наверное, говорила больше о более справедливом распределении вот таких ресурсов и власти. То есть почему 50% населения, женщины, не должны иметь доступа к власти и ресурсам? Вы имеете в виду Таджикистане? Да. И вообще, мы же говорим про Таджикистан, да? То есть в Таджикистане. То есть почему, кто может вот это оспаривать? Это не какие-то маленькие группы людей, да, то есть, например, я не хочу сказать, что я считаю, что все должны иметь равный доступ к власти, контролю и, к возможности распределять ресурсы, но мы здесь говорим о 50% населения нашей страны. Отлично. Раз мы начали говорить про власть патриархальную, власть патриархатную, как правильно? И вот в русском, я тоже задала себе такой вопрос, оказывается, в русском языке можно и патриархальное, и патриархатное использовать. Больше я читала патриархатное, да. Да, но сейчас мы видим, какие изменения происходят в экономике и в социальной жизни, когда мужчина уже не справляется с традиционно патриархальными обязанностями, как роль добытчика, кормильца семьи, когда их доходов не хватает на то, чтобы обеспечить свою семью, и их авторитет в обществе и даже в семье понижается, то есть иногда бывает, что женщина вынуждена в силу каких-то обстоятельств брать те функции, которые традиционно считались мужскими, хотя сейчас это все довольно медленно смывается, понятие мужских, женских профессий или работ. Сейчас мы можем об этом чуть позже поговорить, но не считаете ли, что власть мужчин поколеблена, потому что женщины уже стали более экономически самостоятельными, потому что они были вынуждены? Например, женская миграция, некоторое время был период, когда женщины занимались челночным бизнесом, торговали, до сих пор торгуют на рынках Корвон или других местах. И мы видим активность женщин и в бизнесе, и в сфере услуг. То есть их вовлеченность в публичную деятельность и на рынок труда как-то повлияло на то, что мы сейчас говорим, что сбалансировал ситуацию Я думаю, мое мнение, что нет. Потому что вот мы говорили, что патриархат, он пронизывает, да? Мое мнение, я не знаю, ваше мнение простите меня, Организация Объединенных Наций, но даже глобальные институты, они тоже патриархатные, они очень вертикальные, да? И то же самое касается и взаимоотношений в семье, и взаимоотношений в экономике, и в обществе. У нас выстроены очень сильные вертикальные системы. Институтов разных, институт это может быть все что угодно, семья, школа, религия, и я много читала и о кризисе маскулинности, и о том, что роль мужчины как добытчика уходит на второй план, мужчины, есть, оказывается, в России целое движение, где мужчины чувствуют себя униженными, в общем, но на самом деле, если мы будем так смотреть, даже эти активные женщины, они встроены в эту вертикальную систему. Успешные женщины, богатые. Да. И женщины, которые успешны, они используют те же патриархатные механизмы и методы для своего продвижения, для своего возвышения. Да? То есть я не думаю, что получив какое-то количество активных женщин, которые работают на рынке Корвон и все такое, мы победили патриархат, и сейчас наступил у нас кризис маскулинности, власть мужчин закончилась. Абсолютно это не так. Власть мужчин, или мы как говорим, если мы говорим патриархат, это система мужского господства, она так институционализирована, что нам еще не скоро удастся эту систему разрушить. Мое мнение такое. И поколебать власть. Мне кажется, она даже не колеблется сейчас. Просто я со своей, например, с мужской точки зрения скажу, что, возможно, это я просто продуцирую и произвожу стереотип какой-то,
что когда женщина становится экономически независимой, она будет независимой в других сферах. Ее как бы ожидаемые паттерны поведения, или как бы то, что мужчина или общество ожидает от нее, она становится более свободной, в том числе и в брачных сексуальных отношениях. Она становится более вольнодумной, можно сказать. То, что не соответствует традиционному представлению о том, как таджикская или узбекская девушка или женщина должна себя вести. Это трагедия или это движение? При всем при этом она не становится свободной от осуждения, от обсуждения, да? То есть вот Зибо может подтвердить, да? Я уверена, что я просто сама не трачу свое время на изучение таких да, потому что, это против моей природы, но не значит, что я иногда кого-то не обсуждаю. Конечно, я тоже продукт нашего общества. Но действительно, то есть активные женщины, которые на виду, которые публичные, они еще больше подвергаются обсуждению и осуждению, чем неактивные женщины, во-первых. Во-вторых, когда говорим мы о насилии в отношении женщин, да, то есть это совершенно не значит, что женщина перестает быть объектом насилия. Да, внутри своей семьи даже. То есть не значит, что богатая, успешная женщина, находясь в семейных отношениях, что ее никогда не побьет муж, потому что она стала более независимой. И наоборот, она может вызвать еще большую волну агрессии, чем, например, женщина, которая более зависима от своего мужа в экономических отношениях. Или, например, если она является основной добытчицей, она также может вызвать агрессию, если она захочет разорвать эти отношения, потому что будет утрачен источник доходов, да. То есть и думаю, что это не успешная, активная женщина в экономике, независимая, да, финансово, это еще не показатель или не пример, полной независимости женщин. То есть это, думаю, что некоторые, наверное, скорее всего, я слушала этих мужчин, которые российских, потому что в Таджикистане я такое, к сожалению, не слышала, что она не хочет со мной встречаться, потому что я лузер или все такое, да, но это скорее тоже укладывается в общую систему гендерных стереотипов, когда женщина хочет вступить в отношения с успешным мужчиной, да. То есть я не говорю, что все женщины, они хотят, требуют свободы, они прям борются за независимость, да, есть такой тоже конструкт, как патриархатная сделка, то есть когда женщина принимает такие правила игры, она ими пользуется, она получает от этого выгоду, да, и то есть это все укладывается в общую систему. И для того, чтобы... это моя точка зрения, что хотя я вижу действительно успехи, но я считаю, что мы еще не смогли приблизиться к разрушению этой хорошо встроенной, институционализированной патриархатной системы. А надо? У меня такой вопрос. Может, не надо ничего менять? Я думаю, что если бы не было запроса, то не было бы сейчас нашего обсуждения. Раз такой запрос есть, раз он есть в глобальной повестке, значит, он есть, значит, это необходимо, наверное, на каком-то этапе. Нигде же ни в одной стране мира это не разрушено. Система. Меняется. Почему? Есть страны, которые приблизились, это скандинавские страны, да, и это модели, которые заслуживают внимания, потому что они направлены и на изменение гендерного неравенства внутри семей. То есть Швеция имеет одни из прогрессивных политик по распределению семейных обязанностей между мужчинами и женщинами. То есть внутри одной семьи. Это когда мы говорим о том, что мужчина может тоже взять отпуск по уходу за ребенком. Там есть тоже какие-то отдельные стимулы для того, чтобы брать такой отпуск и делить с женщинами эту ответственность, да. Но мы еще не этот опыт нужно изучать, нужно его адаптировать, нужно менять. Но модели есть. Да, но мы же говорим глобально, то есть скандинавские страны это столько, да, на карте мира. Да. Это медленно, но это, я думаю, возможно. Тем не менее, у нас есть очень много, предпосылок к тому, что все-таки, наверное, меняется, но тоже, как сказал уже Азиз, это все-таки экономические предпосылки для этого есть. Та же феминизация, например, трудовой миграции. Почему женщин трудовых мигрантов стало больше, выезжающих за пределы. Это как раз-таки экономическая составляющая. Плюс малый бизнес. Потому что это не только чиновничницы, да? Это и малые предприятия сейчас и так далее. Куча разных компаний, которые предоставляют услуги. И там как раз-таки доминирует женское предпринимательство.
То есть, может быть, все замечательно, может быть, мы идем небольшими темпами? Мы идем, конечно, но это очень медленные темпы. Можно ускориться. Каким образом? Применять специальные меры, временные специальные меры для того, чтобы изменять неравенство. То есть мы идем, трудовая женская миграция, это все равно по сравнению с глобальными трендами и даже по сравнению с нашим соседом Кыргызстаном, который тоже страна происхождения миграции, наша женская миграция это просто мизер. То есть это достигает 10%, и здесь мы должны посмотреть тоже, то есть в основном женщина мигрирует как члены семьи, то есть со своим мужем, а потом она может приехать там, все едут в Россию она может работать, не работать, то есть это тоже не всегда она работает. Вот. А есть женщины, как правило, это больше разведенные женщины или молодые женщины, которые не замужем и которые не находят места на рынке труда здесь, в Таджикистане. Они принимают решение поехать в трудовую миграцию. То есть трудовая миграция – это не что иное, как просто способ найти работу, но не у себя в стране, потому что ее нет или она низкооплачиваемая, а в стране, в России, в другой стране, зарубежной стране. То есть я бы не сказала, что у нас происходит феминизация. Это тоже недостаточно изученный феномен пока. Вот. Но в то же время количество мигрантов, женщин, которые едут там и работают, оно не такое уж высокое. Если брать, например, по сравнению с нашим соседом даже, в Кыргызстане там муж и жена вместе уезжают. То есть это семейная трудовая миграция. Вот. А что касается увеличения числа женщин-предпринимателей, то здесь тоже все движется такими очень медленными шагами. Хотя статистика говорит о том, что у нас количество женщин-менеджеров или руководителей частного бизнеса, оно выше, чем женщин-руководителей в государственной сфере. Но, тем не менее, мы должны посмотреть, это один из таких больных для меня вопросов, когда мы говорим «женщина-предприниматель», кого мы имеем в виду. Потому что женщина-предприниматель в нашей стране, то, что я замечаю, что любые женщины, которые из-за того, что у них нет работы, решают стать самозанятыми и создают для себя какой-то бизнес, который просто им приносит доход, это не предприниматель и это не бизнесмен, не бизнес-вумен. Это доходоприносящая деятельность, это самозанятость. А бизнес, он изначально создается для извлечения прибыли. Его цель – извлекать прибыль. Не удовлетворить свои первичные нужды, то есть я сегодня сшила 50 платьев, пошла, купила, сделала базар, у меня осталось 10 самани, я утрированно говорю, завтра я пошла еще там... Если женщина испекла пироги и продала, это не бизнес. Я считаю, что это доходоприносящая деятельность, это женщина самозанятая, по нашему закону она индивидуальный предприниматель, у нас такая форма самозанятости, Ясно. Вот. А бизнес это когда я решила, что я там хочу, не знаю, открыть франшизу, звоню там, не обязательно франшизу, я хочу открыть, пусть это будет традиционная женская сфера, салон красоты, Я позвонила там, решила открыть франшизу, открываю его, извлекаю прибыль и хочу открыть сеть салонов теперь по всему Таджикистану. Я иду, беру кредит, расширяю свой бизнес. Вот это бизнес. То есть бизнес создается для того, чтобы его начать с целью извлечения прибыли и эту прибыль расширить. Если мы будем смотреть с этой перспективы, то у нас очень мало успешных бизнесов женских. Так у нас вообще тут средний бизнес оценивается в 970 единиц. Тем более. В стране. Да. Это данные на июнь 2020 года. То есть это очень маленькое, это можно даже на пальцах одной руки не хватит, чтобы посчитать количество таких успешных женщин-бизнесменок. Почему, как вы думаете? Потому что это опять же, что говорил Азиз, это доступ к ресурсам, это доступ к кредитам, это доступ к обучению, то есть нужно знать, как начать бизнес, как вести бизнес-планирование, это серьезная сфера, где тоже нужно обучаться, как его расширить, это маркетинг, то есть это разные факторы, которые способствуют тому, чтобы женщина была более активна в бизнесе. И еще и один из важнейших факторов – это нагрузка, связанная с неоплачиваемой работой на женщину.
как показывает наш опрос рабочей силы за 2016 год, женщины вовлечены, да, я среднюю цифру беру, там есть по разным видам деятельности, но в среднем выходит, что около 80% своего времени женщина тратит на неоплачиваемый труд, связанный с уходом за детьми, с уходом за больными членами семьи и за всякими домашними делами. То есть, когда женщина должна найти время, чтобы пойти подучиться бизнесу, чтобы еще где-то найти деньги на этот бизнес, да, то есть ей, во-первых, нужен доступ. Зачем? Как она может найти деньги для крупных, да, вложений? Это взять кредит. То есть все бизнесы берут кредиты. Нет, так как могут они начать с какого-то там капитала, привлечь там инвесторов. Потом, если хочешь расширять бизнес, все равно надо брать кредит. То есть, я не экономист, но из моих простых обывательских знаний, то, что я читала, нет никакого успешного бизнеса, который бы работал без кредитов. А чтобы взять кредит, она должна что-то предоставить в залог, да? А в нашей стране просто единицы женщин являются владельцами своей недвижимости, единолично, да? То есть, чтобы взять кредит, это тоже нужно единолично владеть недвижимостью. И еще же меньшее количество имеет доступ к земле, да? К землепользованию, право землепользования, потому что право землепользования тоже может быть сейчас, да, с предметом залога, да? Да. То есть, как может женщина получить доступ к ресурсам в такой ситуации? Никак. Гранты. То есть гранты. Но это тоже... Ты знаешь, надо научиться их писать еще. Гранты это всего там 10, максимум 20 тысяч долларов. То есть это опять же направлено не на то, чтобы был этот бизнес разросся. Да, это опять же доходоприносящая деятельность, по моему мнению. И еще следующий источник, откуда она может получить, это своя семья, да. То есть многие там успешные бизнесы, они тоже финансируются там мужем какой-то женщины, да, этой бизнесмена. В этом тоже нет ничего плохого, но я имею в виду, но такой же бизнес тоже, если там есть такие случаи, в нашей стране, я не знаю, но я про другие страны говорю, в нашем регионе, например, там в Казахстане, да, и много есть бизнесов, где женщины довольно-таки успешный бизнес, их финансирует, там, спонсирует их муж, у них нет даже мотивации для расширения этого бизнеса. Потому что зачем ей? Это просто хобби для нее. Да, то есть поэтому здесь нужно быть осторожными, кого мы называем там бизнес-вумен и кого мы там считаем женщинами-предпринимателями. В нашей стране, я считаю, это просто единицы. Это единицы. Один образ мне просто, не называя имени, да, просто скажите, какая? Я могу назвать образ. Я могу имя назвать. То есть я не знаю сейчас более молодое поколение, я скажу про тех, которые там 20 лет тому назад начинали и добились сегодня. Это Набот Дотхудоева. Она была руководителем, и сейчас руководитель общественной организации «Мадина», и руководитель семейного предприятия «Памир Голд». Ее компания занимается процессингом шелковицы, да? И они сейчас даже вышли на другие рынки зарубежные. То есть она уже экспортирует свою продукцию. То есть это эти штучки такие. Да, но она сама говорила, что она получила большую государственную поддержку для того, чтобы ее бизнес вышел на эти новые высоты. Следующие два человека – это тандем Санабар Шарипова и Гульбахор Махкамова. Но они уже, по-моему, не занимаются бизнесом. Но то, что сделали они, это, наверное, может быть единичный пример, когда они работая в общественной организации, управляя микрокредитным портфелем, создали микрокредитную организацию, а потом банк, который сейчас является банком. Это, наверное, два таких ярких примера. Из того, что я сама наблюдала уже в течение 20 лет, да, а что там, может, сейчас есть какие-то новые женщины, я просто не знаю об этом, чтобы никого не обидеть. Так что их лица есть. Да. И 3 только. Которых знаю я. Может, Адиза особо кого-то знает. Но здесь, смотрите, тут сложно говорить про погоду, нужно брать не количеством, а качеством. Я думаю, что эти две ролевые, 3, да, их, потому что Гульбахор Махкамова и Санабар Шарипова, это все-таки был тандем, да. По сути, это 3 ролевые модели, которые могут пропагандироваться и стать примерами, что это возможно. Даже для молодых девушек, девочек в будущем. То есть это возможно в будущем. Они в нашей стране же успех еще не только измеряется
тем, что ты вот чего-то добилась, ты же еще обязательно должна быть женой и мамой, то есть это же обязательный... Must have. Да, это обязательный критерий успеха. Вот. И они есть, эти, я думаю, ролевые модели, у которых семьи, то есть это мамы, наверное, сейчас уже бабушки даже, и они и успешные предпринимательницы, то есть они активны и в своем личной жизни, и в публичном пространстве. Все же это очень мало. Я даже назвала бы... Ну, может, есть еще, я не знаю. Вот это может быть еще и одна из... Ну, вы смотрите на крупных. Один из вызовов, что у нас мы сами недостаточно знаем. Может быть, таких ролевых моделей больше, но женщины тоже не используют для бизнеса, что важно еще? Возможность продвигать себя, да? Да. То есть, если ты себя не продвигаешь, ты, значит, особенно сейчас в онлайн-пространстве, то тебя вообще никто не знает, да? Вот. И поэтому я думаю, что вот это тоже... Я думаю, что есть еще больше ролевых моделей, но мы просто о них не знаем. Женщины, продвигайте себя, чтобы мы тоже вас приводили в пример. Да, если говорить о превосходстве мужчин на работе, то есть я просто, вот, например, сейчас говорю о простых взаимоотношениях работников, да, сотрудников или директора и сотрудницы и так далее. В Таджикистане присущи, да, харассмент, вот, в офисе это вполне обычное явление. И мы с вами до подкаста говорили о том, что в Таджикистане нет никаких ни административных, ни уголовных инструментов, да, для урегулирования вот этих конфликтов. Ну, для того, чтобы привлечь к ответственности человека. Да? Ты просто, ну что там, максимум ты помоешь полы там, да, вот за уличный харассмент. Подметешь что-то на улице. Да, то есть, да, это в принципе, это даже может быть в принципе неплохо, потому что раньше мы вообще об этом молчали. И последние 2 года стали, и МВД отчитывается, что вот такого-то там привлекли к ответственности. Но это же не хулиганство в любом случае. Ну да. Продолжать привлекать по статье хулиганства. Вот мы как раз до подкаста об этом говорили, что объектом, да, в этом... по статье хулиганства является общественный порядок, да? А когда мы говорим про домогательство, да, сексуальное домогательство или домогательство на рабочем месте, насилие, да, здесь объектом является женщина, да, и ее там свобода, и ее там права, и все такое, да, то есть никак нельзя, по моему мнению, да, потому что я тоже юрист по образованию, я читала мнение юристов по этому вопросу, что вот мелкое хулиганство, оно уже вот достаточно для того, чтобы наказывать. Я так не считаю. Я думаю, что мы должны называть вещи своими именами. Если это домогательство, то мы должны четко определить это в законе, что это такое, на какие свободы покушается тот, кто совершает сексуальное домогательство, или так, кто совершает. То есть есть случаи привлечения женщин за такие статьи, не в нашей стране. Вот. Или так, кто покушается, да. То есть почему, опять же, здесь все исходит, опять же, из этого конструкта власти и контроля, как и все насилие, да. То есть кто контролирует ситуацию, кто имеет властные полномочия, да, это может быть и мужчина, и женщина, но в нашей стране большинство руководителей это мужчины. Вот, поэтому мы, когда говорим о насильнике, да, там, ну, условно говоря, или кто совершает, мы всегда будем говорить он. Вот, но не значит, что женщины, которые обладают властными полномочиями, могут не такие прям вот они не осуществляют это, да. Вот, и здесь необходимо, я думаю, что вот четко подойти, как мы определим домогательство на рабочем месте, сексуальное домогательство на рабочем месте, и как мы определим, кто несет ответственность, кто обладает властными полномочиями и механизмами, чтобы его совершать, да? Уборщица не может совершить сексуальное домогательство на работе, потому что если она подойдет там к какому-то мужчине-служащему, там, ну... Это будет просто заигрывание. Да, это будет заигрывание, потому что он может сказать, да, иди ты там, да? Да, или сказать, ой, спасибо, как хорошо, да? Ну, она никаких выгод или никаких механизмов давления на него не имеет, да? Например, если он скажет, я больше с тобой там не хочу, что она может делать? Ну, не знаю, подкинуть ему что-то, что ли, в стол. То есть здесь нужно именно рассматривать с точки зрения власти и контроля, да, у кого есть механизмы, рычаги воздействия и кто может это вообще совершать. И вот сейчас Международная организация труда, она приняла отдельную конвенцию, то есть сейчас есть международный трудовой стандарт,
который запрещает насилие и домогательство. И вот в первой статье там как раз-таки определяются понятия, отдельно, значит, упоминается насилие и домогательство, и вторая часть говорит именно о гендерно обусловленном насилии и домогательствах в контексте работы. Я думаю, что вот этот инструмент, который вступит в силу в следующем году, и как раз именно тот инструмент, на который мы можем ориентироваться и вносить изменения и в трудовой кодекс, и в административный, и, может быть, даже в уголовный. Но и различные механизмы предусмотреть. Не принял, да, она еще только была принята, она вступает в силу на следующий год и будет на следующий год открыта для ратификации. Ну, там такой механизм введения в действие этого международного стандарта. Вот, так что это... Думаете, будут обращаться женщины? Или же у нас же уже есть пример. Я думаю, старт дан, а дальше это уже вопрос времени. Это как бы, думаю, что, как я говорила до этого, то есть глобальная повестка, она имеет значение. И вот сейчас, особенно с интернетом, да, вот с проникновением телевидения и радио, там, и интернета, мы не можем как бы не принимать во внимание, что происходит на глобальном уровне, да, и если говорить даже о более повышенном обсуждении гендерных вопросов и вопросов, связанных с домогательством, да, то это стало результатом вот этой кампании MeToo. На русском языке или в русскоязычных странах это было, я не боюсь сказать, вот эти два хэштега и две как бы компании, которые приобрели глобальный характер, да, сначала они начались на национальном уровне, потом они приобрели глобальный характер, да, и они тоже дали как бы стимул или импульс для того, чтобы об этих вопросах стали более серьезно говорить, и я думаю, что, скорее всего, я точно не знаю историю принятия этой конвенции международной, ну, наверное, это тоже послужило как бы причина для того, чтобы принять отдельный инструмент, потому что до этого в рамках вот другой конвенции о запрете дискриминации тоже можно было такие вопросы рассматривала Международная организация труда. То есть сейчас из-за глобальных вот этих случаев, самый известный кейс, это, конечно, Харви Вайнштейна, эта проблема стала приобретать более явный характер. То есть женщины перестали бояться об этом говорить. Это стало не стыдно. Или они перестали считать, что это является нормой. Да? Вот, много есть споров о деле Харви Вайнштейна, но когда я сама слушала и изучала это дело, там несколько актрис вот сказали такие слова, что почему, мне все говорили, почему ты возмущаешься? Это же именно так, как делается этот бизнес. Я думаю, вот это должно нас настораживать. Это считается нормой? Да, что вот это считается нормой в каких-то бизнесах, да, или вообще в каких-то секторах. То есть вот с этим мы должны бороться, а не обсуждать там личность какого-то человека, каким бы знаменитым он ни был. Все хорошо, но у меня не покидает мысль одна. Мы такие умные, начитанные, у нас есть доступ в интернет, мы видим все эти глобальные какие-то изменения, у нас есть возможность пообщаться со своими коллегами по этим же темам, да, из других стран. Но у нас вот столечко, а вот столечко живет в сельской местности, и ничего там, мне кажется, не меняется. Это процесс, потому что когда формировалась, опять же, все время буду говорить о глобальной повестке, потому что для продвижения гендерных вопросов это самая была действенная повестка. И на глобальном уровне она началась, когда Элеонора Рузвельт поставила этот вопрос, вот, да, будучи женой президента США, она поставила этот вопрос на глобальную повестку дня. Да? То есть это все, и оттуда, вы думаете, это вот так быстро, там все сидят, вот прочитали устав ООН, тут написано равноправие, прочитали там конвенцию, говорят, ну нет, это просто мы обязаны. Нет, это все происходит не так. Это все происходило под большим давлением феминистских организаций, глобальных, мировых, да, из различных регионов, да, юго-восточное, южноазиатское феминистическое движение много лоббировало, например, включение в донорскую повестку гендерных вопросов. Вот эти женщины знаменитые, да, которые могли достичь вот это, то, что делает Анджелина Джоли, да, это как пример. Это все кирпичи, да, и когда-то все-таки будет построен этот дом, я думаю. Это медленно, но это, как это должно, к сожалению, должно происходить.
Иначе никак. Ну, никак, потому что вот так сдаваться, что вот нас вот столько, а там столько, значит, мы тоже должны пересмотреть свои стратегии, как мы взаимодействуем с сельскими женщинами. Да, мы не знаем, не всегда знаем, о чем думают они. И нужно ли им это? И вот тут я не могу все равно не упомянуть Азиз Софию Касымову. Она проводила такой интересный проект с женщинами в селе, да, по борьбе с насилием. И она рассказала, что вот мы представляем себе, как там может быть их. Ну, мы не знаем, может, как они смогут говорить об этой проблеме. А они смогут, оказывается. Да, они могут там, используя свои механизмы, свои системы, да, власти и контроля. То есть они тоже там обладают каким-то авторитетом, да. Они могут об этом говорить, они могут, может быть, они не будут говорить феминизм, но они будут говорить насилие, они будут каким-то способом, который доступен им, решать и даже завоевывать сторонников, да. То есть я думаю, что мы должны больше, наша страна все-таки 70% населения проживает в сельской местности, мы должны больше ориентироваться на них, делать контент больше на таджикском языке. И здесь как бы не надо бояться враждебности, я думаю, мы всегда должны как бы объяснять, что это не, мы не направлены на то, чтобы тут мужчин всех возродить ненависть к мужчинам, да, а мы хотим прав, которые у нас предусмотрены Конституцией. Мы не требуем ничего сверхъестественного. В наших законах все отлично написано. Мы должны к этому стремиться. Ну, как раз таки мы перешли, мы уже затронули сельскую местность, квотирование, да? То есть некоторое время назад девушкам с села предоставлялись квоты для поступления в вуз. А как сейчас обстоят дела с этим? Ну, с какого-то года, точно не скажу, эта квота сейчас распространяется и на мальчиков. То есть она сейчас носит паритетный характер, и мальчики, и девочки, которые проживают, то есть признаком стало проживание в горных, там, отдаленных районах, да, и они имеют право тоже воспользоваться этой квотой и поступить в вузы. Ну вот на сегодня говорили вот о достижениях, то есть мы достигли, что из общего числа студентов девочки составляют 34,5%, это уже в нашей стране достижение, потому что мы достигли уровня, который у нас был в 91 году, то есть сразу после независимости, да. То есть это, думаю, что вот постепенно мы придем к этому и начнем уже поднимать другие вопросы в области образования. Это чтобы девушки занимались больше или выбирали предметы научные, технические, математику, физику, для того, чтобы занимать должности или работать в более экономически прибыльных секторах. Пока же это филология, журналистика. Ну, образование, здравоохранение. То есть это традиционные сферы. Вот Азиз говорил про мужскую и женскую работу. Да, то есть в нашей стране все еще сохраняется вот эта сильная сегрегация, называется гендерная, на рынке труда, когда женщины и девочки больше заняты в традиционных вот таких репродуктивных, я бы сказала, сферах. То есть сфера, которая направлена на воспроизводство человечества. Да, это образование, здравоохранение, социальная сфера, а мужчины больше там промышленности, в транспорте, в инженерных каких-то специальностях. И это до сих пор это до сих пор у нас еще актуально, но это опять же связано с образованием. То есть если больше женщин учатся в этих сферах, то как же они могут работать в промышленности или в транспорте? То есть это нужно менять еще с момента, когда они выбирают себе специальность. Ну это в принципе за них решают, как правило, родители, которые считают, что вот если я сейчас оплачиваю твое образование, я инвестирую в тебя, и вот там, где ты сможешь найти себе работу, да, чтобы дальше продолжать зарабатывать самой, поэтому как бы и идут они туда. Потому что считают, что там будет конкуренции меньше с мужчинами. Это сложно. Нет, я не думаю, что это все так линейно, потому что, например, в городе я знаю, что вот когда, например, даже в школах организовываются кружки, то девочек не зовут в кружок инженерный, там какой-то робототехники и все такое, да. То есть есть случаи, это из опыта мам, которые приходили там в школе и спрашивали, а почему вы мою дочку вот туда не взяли? То есть это имеет более глубокие корни, я думаю.
Вот. И здесь тоже есть, конечно, такие гендерные стереотипы, что даже вот в таких более традиционных там регионах, говорят, что вот было бы хорошо, если женщина будет врачом, вот в своей семье всегда будет врач. Да, то есть тут есть и такие мотивации. Вот. Но вот здесь, наверное, можно сказать, что единственным исключением в нашей стране является Горно-Бадахшанская автономная область, где эти стереотипы менее выражены, были, во всяком случае, сейчас нужно отслеживать, спрашивать активисток там, когда там даже говорят, что если есть деньги в семье, то мы предпочтем дать образование девочке. И там много женщин, которые имеют высшее образование. То есть это все имеет как-то, это комплекс, я думаю, это комплекс. Образование вообще и гендерное неравенство в образовании – это комплекс как бы проблем. Это связано и с традициями, и со стереотипами. Вот, например, я не знаю, почему у нас все время еще отсылают к религии, потому что по исламской религии женщина должна, по-моему, быть образованной, да? Хотя бы грамотной. Хотя бы грамотной, да, я не религовед, но вот потому что я эту ситуацию почему знаю, потому что, например, в арабских странах больше женщин учатся в вузах, чем мальчиков. То есть это вот уже для меня показатель, потому что в большинстве арабских стран в системе государства там и право лежит шариат, да, исламские нормы. И там это не является препятствием для доступа женщин к образованию. Второй вопрос, что они потом дальше делают, что большинство из них все равно не работает, но тем не менее, да, это вот как бы стандарт, это как бы обязательство семьи, и они в это тоже вкладывают. То есть это комплекс проблем. И вот Азиз тоже поднимал вопрос об экономическом эффекте, да, или как вы сказали, возврате образования. Инвестициях в образование? Да, инвестиции, вот типа зачем. Это я думаю, это не имеет, может, имеет гендерную окраску, но не такую ярко выраженную. Это имеет общую окраску и для мужчин, и для женщин, я думаю, для мальчиков и девочек, то, что родители не видят смысла давать высшее образование своим детям, потому что завтра все равно, там, условно говоря, они станут мигрантами трудовыми. Несмотря на то, что мальчик или девочка. Да, то есть я думаю, что здесь общие должны быть претензии к системе образования, к качеству образования. Понятно. И какая связь между рынком труда. Потому что... Это самое главное. Да, вот сейчас происходят самые такие... Это не только в нашей стране происходит, что не всегда между образованием есть связь с рынком труда. То есть, условно говоря, нужно учить тех, кто завтра сможет найти работу. И, например, вот некоторые бизнесы говорят, что есть такие специальности, по которым в Таджикистане вообще нет специалистов. Их просто не учат здесь этому. Я зато журналистов, я так смеялась, даже есть в педучилище. Это хорошая профессия. Почему? Все равно их не хватает. Третья власть, она тоже должна быть многочисленная. Четвертая, да. Дильбар, у нас осталось не очень много времени. У меня осталось всего лишь 2 вопроса. Сугубо по экономике, который связан с гендером. Первый вопрос. Если, я не знаю, знаете ли вы, был такой венгерский экономист, который говорил, почему я не возьму вас на работу. И он показывал, приводил цифры статистики, почему вот такие налоги, вот такие-то отчисления, так далее. И резюмировал, я не возьму вас на работу. Имел в виду, кажется, говорил про женщин. Это тоже очень довольно чувствительная тема, почему, например, работодатели, даже бизнес, даже иногда в случае с госструктурами, стараются не брать женщин, потому что, учитывая их репродуктивные функции, они подразумевают, что женщина будет не очень выгодным вложением, скажем так, в бизнес или в организацию, потому что если там будет рожать, 1, 2, 3, возможно, декрет и так далее, так далее. Вы считаете, это существует, во-первых, существует ли такая проблема, или, возможно, я просто надумал ее, и если да, то как ее решить, потому что репродуктивную сферу никак не уберешь. Можно с помощью контрацептивов, но это не опция. Это тоже такой комплексный вопрос. Я, к сожалению, не знаю никаких вот таких в нашей стране тоже исследований, чтобы оперировать там какими-то фактами, вот, о том, насколько женщин дискриминируют на рынке труда из-за этого. В таких бытовых, конечно, беседах мы это слышим, да. Во-первых, я думаю, здесь
нужно вот посмотреть с точки зрения бизнеса, если говорить, да, вот какую ценность представляет из себя женщина-работник. Потому что вот вы тот раз говорили про Грузию. Вот вы знаете, что либерализация экономики Грузии привела и к полной либерализации рынка труда, который был даже либеральнее, чем в Соединенных Штатах Америки, одной из самых либеральных стран, да, экономических. И вот там не было, там были очень, сейчас это все меняется, но тогда там были очень низкие вообще сроки, которые женщина там могла взять, отпуска по беременности, родам, там отпуск по уходу за ребенком, и я проводила там один тренинг по вот именно политикам, связанных с балансом семейной и профессиональной жизни. И оттуда пришли, значит, специалисты управления человеческих ресурсов компании GeoCell. Ну, это вот Телесонера, да, то есть там GeoCell. И когда мы задали такой вопрос, они сказали, что для того, чтобы подготовить оператора, нужны просто какие-то огромные деньги. И мы просто держимся за наших операторов, большинство из которых женщины, мы даем им, то есть там был какой-то гарантированный отпуск, они давали им дополнительный отпуск, то есть они за это платили, частный бизнес, они за это платили с условием, то есть чтобы женщина, отгуляв свой вот отпуск, вернулась на должность оператора. Потому что подготовить нового оператора было гораздо дороже, чем вот этой женщине выплатить все льготы. Вот. И потом у них тоже были такие всякие там гибкие методы вот в этой компании, да, которые вот позволяли женщинам эффективно сочетать свою традиционную и профессиональную. Да, и профессиональную, свою семейную, не традиционную, а семейную и профессиональную работу, жизнь, да. Вот. И здесь мы должны ставить вопрос о том, насколько у нас в стране эффективны вот эти меры, да, для баланса семейных и служебных обязанностей. Вот. Потому что вот если мы в нашей стране, эти политики, это не одна политика, это комплекс, это и экономическая, и налоговая политика, и семейная политика, да, и трудовая политика. То есть это комплекс мер, которые необходимо принять, чтобы снизить вот эту нагрузку на женщин. Почему женщина уходит в декрет, потом вот рожает, потом опять уходит в декрет, потом берет 3 года? Почему? Потому что у нас недостаток учреждений дошкольных в стране. Несмотря на то, что много всяких центров у нас открывается, они могут не отвечать нуждам работающей женщины. А некоторые из них работают до обеда. Некоторые там, они очень дорогие, да. То есть здесь первый секрет – это наличие сети дошкольных учреждений или услуг хотя бы, да. То есть здесь должны быть меры, связанные, хотя у нас в стране есть, но нужно их расширить, по налоговым каким-то преференциям для таких бизнесов, которые направлены на дошкольное вот это учреждение. А если брать с возраста там от нуля, там, ну не от нуля, а вот до 3 лет, таких вообще еще меньше, и еще меньше их в сельской местности. То есть как женщина может выйти на работу, если ей не с кем оставить своих детей, если муж, ну, например, муж миграции или муж работает, да? Да. И в нашей стране нету традиции, что и муж должен тоже заниматься деятельностью по уходу за ребенком. Да? Вот, например, в Кыргызстане, как тоже я там занималась таким же вопросом, у нас кодекс сейчас тоже предоставляет и мужчинам право брать отпуск по уходу за ребенком по истечении... Выходить на декрет. Нет, по истечению декретного отпуска, да, который дается женщине в связи с родами. То есть сейчас отпуск по уходу за ребенком вот до 3 лет, его может взять в Таджикистане и мужчина. Но вы знаете таких мужчин, которые это сделают? Нет. Да, вот. А в Кыргызстане, например, такие вот уже есть прецеденты, когда жена получает зарплату больше, чем муж, то есть семья решает, что в отпуск по уходу за ребенком уйдет муж, а жена выйдет и будет зарабатывать большую зарплату, да? То есть это не какие-то решения, которые мы должны искать там внутри семьи, там, да, или там... Внутри семьи, конечно, мы должны искать различные там, какие-то даже есть медиакомпании, там, направленные на повышение ответственности мужчин там, по выполнению семейной работы, да. Это должны быть какие-то эгалитарные меры, которые будут направлены и на семью, и на рынок труда, и на налоги, то есть это комплекс мер. И когда вот у нас вот такие меры будут, а мы никаких изменений не увидим, тогда мы начнем задавать вот эти справедливые вопросы. Понятно. А сейчас, я думаю, в ситуации, в которой мы находимся, мы просто не можем ожидать, что работодателю будет нравиться нанимать на работу женщину, да, и он будет вот оплачивать там, да,
Или не, но он же не будет оплачивать, а будет уже оплачивать из социальных фондов, да, все равно. Ну, ему надо искать нового человека, но в то же время сохранять вот это рабочее место, да, в течение 1,5 года. То есть должны быть какие-то механизмы, которые помогают женщинам искать свое место на рынке труда. То есть ответственность между работодателем и государством должна быть распределена между ними в равной степени, да, то есть здесь это должны быть как раз-таки вот такие поддерживающие меры. Как я говорила, что вот в Швеции, да, есть вот такие меры, которые помогают, да, там есть детские сады, там, или какие-то там есть другие механизмы, вот этот оплачиваемый декрет, этот отпуск по уходу за ребенком, еще там есть, я сейчас точно не скажу, но там есть какие-то вот механизмы, которые поощряют мужчин тоже активно включаться в выполнение семейных обязанностей. В советское время у нас это все было. Все было. Группы мы видели были. Это все. Вот лично мы, вот дети детских садиков, начиная там с 7-9 месячных возрастов. Да. Потому что никто там, моя мама была участковый врач, она не могла там сидеть дома и, да, там, и заниматься воспитанием своих детей. Меня тоже в 9 месяцев отдали в ящик. Ей надо было там на участок ходить, да, там все такое. То есть, если вот такие меры поддержки есть, вот советскую систему почему критикуют? То, что хотя она была вот такая эгалитарная, но она не разбила вот это бремя, да, то есть она не смогла, не имелось мер, которые были направлены на снижение бремени с точки зрения, значит, распределения ответственности между мужчиной и женщиной. То есть были различные дома быта, были там сады, ясельки, там все такое, но все равно большинство этим всем занималась женщина. Это было облегчение женского труда, но не было как бы равного распределения обязанностей. Да? И вот эту политику необходимо внедрять. Вот, например, я сейчас вижу очень много в нашем городе мужчин, там, которые катят коляски с маленькими детьми. Раньше такого я не помню, вот честно скажу. Может, это стало модным или культура поменялась? Я думаю, поменялась и культура городская, во всяком случае. Понятно. И вот буквально последний вопрос, потом вы можете передаю слово вам. Вот насчет поддержки. Некоторые говорят, что чтобы поддержать в нынешних условиях, в которых мы живем, я говорю про Таджикистан, нужно предоставить определенные преференции женщинам, нежели мужчинам. То есть такое понятие, как позитивная дискриминация, когда мы дискриминируем заведомо мужчин, чтобы, например, на рабочем месте дать возможность вакантное место дать женщинам в образовании, на работе, в парламенте, в госструктурах, возможно, даже в бизнесе. Хотя бизнес это частная территория, но тем не менее. Считаете вы, что вот позитивная дискриминация, политика позитивной дискриминации вообще, во-первых, она довольно двусмысленная с точки зрения моральной вещи, она может быть для мужчин не совсем справедливой, но она может быть эффективной, и может ли она решить вопрос вовлечение женщин, активное вовлечение на рынок труда или их активизацию? Я думаю, что это одна из самых справедливых вообще мер. Справедливых мер. Если мы подумаем о гендерной дискриминации, это укоренившаяся система неравенства. То есть годами, веками женщин дискриминировали. Да? То есть с этой точки зрения, думаю, это довольно-таки... Женщины об этом не чувствовали. Да, то есть я думаю, что это довольно-таки справедливая мера, если смотреть с этой точки зрения. Да? Во-первых. Во-вторых, позитивная дискриминация, то есть это одно из названий, которое используют, но правильное название – это временные специальные меры, которые тоже предусмотрены вот Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, статьей 4, и там как раз-таки указано, что вот нужно на что обратить внимание, что временные специальные меры, они носят временный характер, да, то есть мы не принимаем квоты на всю жизнь, мы не принимаем квоты там, мы принимаем только на эти меры на какой-то определенный промежуток времени. Мы должны отслеживать ситуацию, как меняется неравенство, да, в том секторе, для которого мы применили эту меру. Когда неравенства не будет, эти меры нужно отменять. То есть в этом смысле, я думаю, они довольно-таки справедливы, если мы смотрим на неравенство, и они могут быть эффективными. То есть, как показывает практика, вот это даже хотя бы... Я сама лично против квотирования, например, да, потому что, думаю, мы должны говорить не только о количестве, но и о качестве, да, если мы говорим про политическое участие, мы не должны там просто собрать из там энного количества парламентариев, 30% женщин, и мы думаем, что это нет. Нам нужно узнать, у них какие методы политического влияния, да, то есть мы должны на качество смотреть это тоже, да. Но, тем не менее, практика показала, и вот даже если мы говорим про глобальный институт, один раз я задавала такой вопрос на глобальных там
дебатах, и там мне сказали, что даже физическое присутствие женщин в зале, да, вот Генассамблеи там или где они собираются, уже дает совершенно другой резонанс даже тем вопросам, которые поднимает одна женщина. То есть это имеет значение, то есть это необходимо, и это работает. Я думаю, что... И думаю, что вот в нашей стране из-за того, что прогресс очень медленный, и надо принимать временные специальные меры. Начиная вот с образования. Невзирая на профессионализм обоих. Нет, во-первых, про профессионализм. Что значит временная специальная мера, да, в этом смысле? То есть вы идете на интервью, и из-за того, что у вас, например, 35 руководителей отделов, и все 35 мужчин, вы решили, что... Потому что бизнес, он тоже работает по своим правилам, да, есть правила корпоративной социальной ответственности, есть различные стандарты, в том числе и права человека, которые бизнес исполняет, да. И сейчас, опять же, из-за глобальной повестки цели устойчивого развития это стало очень важно и для бизнесов быть ориентированными на вот эти международные стандарты, да. Вот. И вы говорите, что мы хотим, вот, чтобы у нас среди 35 было равное представительство. И мы принимаем политику, что если будет какое-то место вакантное, если два кандидата с одинаковой квалификацией, да, но среди них есть женщина, то мы отдаем предпочтение женщине. И эти меры, опять же, носят временный характер. То есть, когда мы уже достигнем паритета, да, что у нас 30, из 35, там, ну, давайте 36 возьмем, потому что 35 трудно поделить. Это, да, то есть 18 женщин, 18 мужчин с одинаковыми совершенно, да, то есть это не говорится, что мы сейчас возьмем на работу женщину, и мы вот только потому, что она женщина. Не это подразумевается под позитивной дискриминацией. Ясно. Хотя есть и такие подходы в некоторых компаниях, там, да, когда берут женщину, которая может быть менее квалифицирована, но компания готова в нее инвестировать для того, чтобы она достигла какого-то уровня, да, то есть там тоже есть свои системы, как оценивается ее эффективность и вот такие механизмы, да, то есть это все можно делать на основе справедливости. Спасибо большое, Азиз, спасибо большое, Дилбар. Вам спасибо. Слушайте наши подкасты там, где вы слушаете, или подписывайтесь на них. Пока.